Ну а в столице Коми в это время проходила стратегическая сессия. Посвящена она была лесной отрасли. Это драйвер экономики региона. Благодаря инвестпроектам в республике появляются рабочие места и новые производства. Но ориентир должен быть на глубокую переработку. Не просто торговать лесом, а продавать готовый продукт. Все для того, чтобы налоги оставались в республике и пополняли бюджет. С такими словами к участникам стратегической сессии лесопромышленный комплекс Республики Коми обратился Владимир Уйба. Форум открылся сегодня. В нем приняли участие представители лесопромышленных компаний и федеральные эксперты. О перспективах лесного кластера Татьяна Супряткина. Лесная отрасль региона сейчас на подъеме, будто бы предприятиям дали новый старт, говорит один из модераторов форума. Именно так позиционирует себя республика на федеральном уровне. 3 проекта, предложенных для реализации на территории Коми, в начале года были признаны как приоритетные в области освоения лесов и включены в федеральный перечень инвестиционных проектов. В регионе реализуются еще 4 крупных бизнес-плана с общим объемом инвестиций более 10 миллиардов рублей. Выход этих проектов к 2023 году на полную проектную мощность обеспечит рост объемов лесозаготовок более чем на 2 миллиона кубометров в год. Еще на 500 тысяч кубометров увеличится производство пиломатериалов. Когда на конце этого пипа доска, это вчерашний день, это вообще не наша история и не наш путь. Поэтому, конечно, в конце пипа должен быть как минимум продукт с добавленной стоимостью с высокой. Это клееный брус, это мебельный щит, это комплекты социальной сферы, культурной сферы, спорта, дома комплекты. И в этом мебель. И в этом смысле для меня всегда удивительно, что мы восхищаемся продукцией нашего ближайшего соседа, Хонка из Финляндии, имея абсолютно все для того, чтобы делать нисколько не хуже, а лучше, но продолжаем делать доску. На уровне правительства региона рассматриваются варианты, как простимулировать компании создавать готовый продукт именно здесь, в Коми. Таким образом, компания добросовестно будет пополнять бюджет региона, где ведет свою деятельность. В этом направлении очень важно может стать развитие так называемых промышленных кластеров. Этот статус дает участникам, заготовителю и переработчику претендовать на господдержку, на реализацию совместных проектов в области импортозамещения. Это и возмещение части затрат на развитие производства, научных работ, приобретение оборудования. Регион активно начал реализовывать кластерную политику. При этом та нормативно-правовая база, которая была ранее создана, мы видим, что она не донастроена именно под лесопромышленный комплекс. Существует целый ряд сдерживающих факторов и ограничений, которые не позволяют, например, лесозаготовителей включить и получить статус участника промышленного кластера. А это значит, раз мы их не можем туда включить, они не могут пользоваться мерами государственной поддержки. Есть ряд других ограничений на федеральном уровне, которые не позволяют вашим крупным инвесторам, например, которые создают производство фанеры, других конечных продуктов, получать меры государственной поддержки, так как согласно нормативно-правовым актам они считаются финишерами, и на них тоже не распространяются меры государственной поддержки. Казалось бы, банально, государство стоит на пути поддержки импортозамещающей продукции, комплектующих, сырья, материалов, а ваши предприятия зачастую не попадают и не могут воспользоваться. Чтобы привлечь инвесторов, необходимо создавать комфортные для бизнеса условия. Без государственной поддержки рассчитывать на коммерческие вложения будет сложно, учитывая географическую особенность и отдаленность нашего региона. Правовое регулирование, которое осуществляет Республика Коми, оно в данном случае минимизировано. Но без всякого сомнения депутатский корпус вместе с правительством будет все, что зависит от нас, как от республики, в виде законодательных актов, вне иных нормативных правовых актов, конечно, будет это все создаваться для того, чтобы наши лесопромышленники чувствовали себя более уверенно, смотрели вперед и развивались. К слову, в начале апреля в Сыктывкаре Минпромторг России совместно с Ассоциацией кластеров проведет предварительную защиту проектов. На ближайшие 2 года предусмотрено более 1,5 миллиарда рублей, а уже к осени будут известны претенденты на получение этих субсидий.
Татьяна Супряткина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.